Всем привет, друзья! Несмотря на погодные условия, несмотря на пожары, сегодня на кузне Бурдыка прибыл мой дорогой друг, сам Артем Суров. Привет всем. Здорово. Здорово. Так, несколько слов. Знаете, когда-то рассказывал про до этого, какими стали доставляли какая фирма. Вот. Потом я нашел на выставке клинок Артема Сурова. Вот. После этого, как говорится, дела пошли и настоящие хорошие стали. Стала делать моя компания из хорошей стали. Вот. И сегодня, что-то говорит Артем, у него какие-то новости. Будем слушать его, дорогого гостя. Да, еще раз привет, Эдуард. Спасибо большое, что ты принял в гости на гостеприимной якутской земле. Сейчас мы в Татинском районе, да? Татинский район. Итык-Кюэль. Да? Итык-Кюэль. Да, к сожалению, за окном идут пожары, но мы, как говорится, встречаемся в любых условиях и готовы поддерживать друг друга в любое время и в любых условиях. Это очень отрадно. Да, насколько я знаю, ты уже несколько лет используешь стали, поставляемые компанией Dern. Это стали Neolox, PGK, это стали RLL-34 шведской компании Domestil. Очень знаменитая сталь во всем мире, очень популярная, как и в Европе, в Америке, в России. Коррозионно-стойкая сталь с очень высокими ударными свойствами, с очень хорошей прочностью, коррозионно-стойкая сталь, нержавеющая. Сейчас хотел еще тебе рассказать о двух наших новых сталях. Они буквально вот в этом году только появились. Была проделана очень большая работа в немецкой компании Lohmann по выпуску этих сталей. Одна сталь называется Chromax PM, это порошковая нержавеющая сталь. Сталь, наверное, на сегодняшний день самая нержавеющая, углеродистая, порошковая сталь, которую я знаю. Очень здорово. Да, потому что, я знаю больше 100 различных марок сталей, знаю, как они обрабатываются, как проходит термообработка, химический состав и так далее. Эта сталь, она действительно очень хороший баланс у нее между режущими свойствами и ударными свойствами. То есть она хорошо держит режущую кромку как при резе, так и при ударах. Для порошковой стали это важно, поскольку все знают, что порошковые стали очень часто крошатся. Да. А эта сталь на высокой твердости, на 60-62 даже единицах HRC, хорошо держит режущую кромку. И при этом, я говорю, она нержавеющая, одна из самых коррозионно-стойких сталей. Что еще интересно в этой стали, это сталь азотистая, в ней добавлен азот для улучшения механических свойств сталей, в том числе и режущих свойств. Вот. Образцы этой стали я тебе привез. Будешь пробовать. Хорошо. Расскажешь о своих впечатлениях по этой стали. Хороший подарок, ребята. Да. Про вторая сталь, эта сталь вышла чуть-чуть позже. Сталь называется Lomax PM. Эта сталь тоже порошковая, тоже нержавеющая. У нее немного повыше абразивная износостойкость, поскольку в ней выше углерода 1,9. Тоже коррозионно-стойкая, 20% хрома, плюс ванадий. То есть вот эти две марки сталей, это действительно новинки. Одна сталь, это вот Chromax PM, не имеет вообще аналогов в мире. No. Да. А сталь Lomax PM, это
сталь близкая по своим свойствам и химическому составу к таким знаменитым маркам, как Crucible 20V, стали Carpenter есть, это американские тоже стали, мощнейшие американские заводы, которые действительно самые крутые стали выпускают. У них вот есть стали с таким же химсоставом. То есть, но немцы, то есть компания Ломан, Германия, они сделали по своему технологическому процессу эту сталь. Уже есть очень хорошие отзывы и по этим маркам стали, и по Кромуксу, и по Ломуксу. Проведены уже опытные работы по термической обработке, по слесарке. И на сегодняшний день, вот уже 2-3 месяца, просто отличные результаты, поэтому мне не стыдно ее представлять и говорить о ней как одних из лучших на сегодняшний день порошковых склерозистых нержавеющих сталей. И ты его тоже привез. И я его тоже привез. Спасибо. Это очень хорошо. Так, ну, говоря простым языком, ребята. Так, ну это, как все наверняка узнали, видели, почувствовали, это реклама. Если некоторые так думают. Но я хочу объяснить только одно. Если создается сталь в мире, любая, порошковая, высокоуглеродистая и так далее, то мой друг Артем Суров сразу же не только предлагает, ребята, но и объясняет, вот в чем разница. Например, конкуренты, ну, скажем так, рядом не стояли, знаменитая фирма, не буду сказать, а то в суд подадут. До этого не надо. Мы все знаем, о какой фирме идет речь. Да, все знают. Это фирма, которая никогда ничего ответственность не берет. Которая раньше я работал. Ответственность никакой. Отправляй бумагу, сам циферки, термичка и все. Гуляй как хочешь. Самое главное, цены в евро, вот, и еще плюс там НДС и так далее, и так далее. То есть маленький кусочек стали становится золотым. Вот. А вот насчет компании Дерен, я с ними знаком, работаем очень хорошо. Ребята отзывчивые, ну, благодаря Артему Андреевичу, рассказывает все, как надо делать, ребята, как надо делать, в каких условиях, термичка и так далее. Вот это больше там ничего сверхъестественного самому варить, передержать температуру там и так далее. Такого не надо. Господа начинающие гугусы, такого не надо. Все Артем Андреевич сам рассказывает, как на духу, и благодаря ему очень много времени просто он спасает. А то утопили бы на одном стале всю жизнь. Как ее варить? Как его закалить и так далее. Вот самое главное плюс этой компании. Дерен. Да, мы всегда оказываем техническую поддержку, это правильно Эдуард говорит. В этом, да, очень большие плюсы, мы это давно знаем, понимаем. Всегда разбираемся очень четко в любой стали, которая появляется на рынке, либо это сталь уже, которая имела. Обязательно проводим опытные работы по температурным режимам ковки, по температурным режимам закалки, отпуска и так далее, чтобы люди, уже мастера, у них была информация близкая действительно к тому, чтобы нож получился рабочий, чтобы он резал, чтобы был с наилучшими свойствами. Ну, что еще можно сказать? Ну, среди зрителей 93% простые люди. Да, конечно. И все желают, буквально желают доказать, хотят, мечтают. Благодаря для них создаю условия. Оплата по частям, что потихоньку, а не сразу. Почему спрашивают? Скажи у меня, почему дорогие? Как думаешь?
Почему? Ну, я могу только с технической точки зрения сказать, потому что чисто твой технологический процесс, он гораздо более сложный. Это я понимаю, потому что как металлург, сам как металлург-термист, как инженер-металлург, я понимаю, что здесь в технологической цепочке используются дополнительные еще процессы, благодаря которым, то есть, ну не благодаря, а из-за которых, естественно, усложняется этот процесс, удорожает этот процесс. Это прекрасно я понимаю, и это, теперь, может, ты подскажешь, может, какие-то тут другое еще есть. Это я чисто свои, как металлург. Вот поэтому, ребята, такие цены. Вот поэтому. Как доставляется товар, скажем так, сталь, ну, например, начинающим моим землякам у нас в этом мотикюле 12 мастерских, 12 мастерских, которые имеют такие молоты, вот, и днем и ночью делают ножи якутского. Ну, не только ножи, варганы, бирные изделия, это уже дополнительно еще мастера, но чисто ножами занимаемся в моем селе, на населении 7000, 12 мастерских. В основном, да. По одному, сами кузнецы, по одному все делают. Вот, а я вот пытаюсь создать маленькую компанию, но пока дела идут. Ну, будем еще наращивать. Так, ну, ребята, по всей республике спросят, как тебя найти, я дам твой контакт. Вот. Как оплата происходит? Когда вы принесете моим коллегам энную сталь и так далее. Ну, как это все происходит? Все об этом спрашивают, вот вижу, смотрю, сразу видишь, ого, как бы найти эту сталь. Расскажи, как происходит процесс. Ну, процесс достаточно простой. Самое основное, это надо выйти со мной на связь. Сам знаешь, что я стараюсь всегда очень оперативно отвечать людям. Да. Это занимает очень много времени, поверь мне. Иногда и рано утром, и поздно вечером. Но я никогда людей стараюсь не бросать. И если у меня есть связь, то я отвечаю людям. И объясняю, какие лучшие способы разговариваем, как удобнее мастеру, как удобнее человеку произойти процесс оплаты, процесс доставки. Это все как бы все решаемо. Буду тебе благодарен, если ты там подскажешь своим друзьям, с кем вы общаетесь, кто делает ножи. Не вопрос. Да. Ну, землякам. Да, ну, насчет порошковых стали, если говорить про моих, не обессудьте, ребят, про моих коллег, если слово в этом ноже из порошковой стали, то возникает сразу всем абсолютно, и клиентам, и мастерам, это недостижимо. Это для этого нужно такое высокие температуры, а выше давай эту до 65 таковал, так и остаюсь. Вот. Поэтому цены такие же, такой же ритм жизни и как бы на плаву держит многие мастера. Вот. Я им говорю и буду говорить, давайте приходите, ребята, на другие стали, узнавайте, тем более контакты есть, давайте вперед, развивать дальше металлургию. Вот, что в мире нового сразу появилось и у нас, у якутов, у якутских мастеров, и, соответственно, у якутских ножей. Вот. Как фермист, скажи мне, пожалуйста, порошковая сталь, она очень крепкая? Или все-таки есть какие-то нюансы? Расскажу. Порошковая сталь, это, в принципе, наверное, за последние десятилетия наилучшее, что есть на рынке стали. Это в том числе и для изготовления ножей, для изготовления режущего инструмента, фрезы, зорла, долбики. То есть применение порошковых сталей, это всегда учитывается там, где нужны наивысшие свойства.
высшие там свойства по пластичности, ударной вязкости и прочности. Поэтому порошковые стали, благодаря тому, что их структура самая однородная, то есть при спекании это самая крепкая структура в стали. Поэтому такие свойства механические, как предел прочности, он просто на 30, на 40, даже иногда на 60% выше, чем у обычных сталей. Да, благодаря этому. И это первый момент, благодаря самой порошковой металлургии, благодаря вот этому спеканию и так далее, чисто на молекулярном уровне. А второй, благодаря порошковой металлургии мы можем получить самый серьезный химический состав, где много хрома, много углерода, много ванадия, различных там вольфрам, карбидообразующих химических элементов. В обычной плавке это недостижимо. Это достижимо только с помощью порошковой металлургии. Хороший ответ, ребята. Вы что получили? Давай, Артем, расскажи нам, пожалуйста, немножко про свою компанию, а то некоторые подумают только какая-то лавочка торгует какими-то наживными сталями. Расскажи, пожалуйста. Да, ну, о компании Дерн. Мы достаточно молодая компания, нам 4 года, именно под названием Дерн. Но специалисты нашей компании, наша команда, занимаемся уже сталями больше 20 лет. Я непосредственно занимаюсь больше 15 лет. Но мои коллеги старшие, они, говорю, там больше 20 лет уже занимаются сталями, они знают очень много по механической обработке, по термической, экструзионной, электролизионной обработке и так далее. То есть информация настолько много, и этой информацией как бы мы все владеем. Мы развиваемся, то есть у нас есть склад находится в Нижнем Новгороде, откуда я сам. Вот. У нас там есть ленточно-лепильные станки, благодаря чему мы можем на заготовки на какие-то там резать, на небольшие и так далее, потому что не все готовы там взять лист, целый большой лист, поэтому мы можем там на пробу, когда мастер хочет попробовать, он там то ли уверен, то ли не уверен в своих силах, попробовать небольшую полосочку, отрезать небольшую полосочку, и он сам попробует ее паковать, он попробует наши рекомендации по термической обработке. И если у него там все получится, ну, большинство все это получается, и мы контактируем. У нас больше 100 заказчиков, то есть накопилось за эти годы. Не знаю, не было такого за большой вот этот промежуток времени, чтобы кто-то плохими словами отзывался у нас. Да, я тоже не слышал, что действительно доказывает, что Дерн честная компания. Да и начальника я тоже знаю, и ребят тоже. Да, генеральный директор Андрей Владимирович тоже. Андрей Владимирович, я коллег, как я вас знаю. Ребята отличие. Так, ну, из каких стран доставляете стали различные? Ну, скажем так, для ножевиков. Да, мы сейчас, если говорим, потому что у нас более 15 поставщиков проверенных, которых мы давным-давно знаем, что у них высокое качество, знаем, что они не обманут, они не подложат, там, скажут, одна плавка, а подложат другую плавку, как некоторые компании делают. Да? Такое было, да. Поэтому мы работаем. Если мы говорим чисто по ножевым сталям, самые интересные и самые такие мощные проверенные компании — это Ломан, Германия, компания Crucible, знаменитая в Америке, это одна из самых мощнейших в мире компаний металлургических, себя зарекомендовавших. Это вот стали Crucible, CPM, которые несколько марок стали ножевых. Компания Damasteel, Швеция, да, небольшая компания, это вот сталь Arwell 34. Когда-то была тоже знаменитая сталь Нитрop 77, к сожалению, ее сняли с производства. Очень жаль для меня, получаются отличные ножи, но вот пока сняли.
И компания Domestil, у них порошково нержавеющий Дамаск, красивейший и не имеющий аналогов пока в мире. Да, насчет этого нержавеющего Дамаска я услышал от моего друга, сам не поверил. Ну вот шпионим, как это не ржавеет. Будем знать будущее, почему не ржавеет Дамаск. Технологически, как это делать. Да. Так, ну, допустим, человек сегодня, посмотрев ролики, хотел себе сделать ножичек, обращается к тебе. Так, ну, скажем так, сейчас все понимаем, кризис, там, санкции и так далее, еще ковид. Несмотря на это, какие сроки доставки, например, из Германии, из Америки? Ну, сразу скажу, основные марки стали мы всегда держим у себя на складе в Нижнем Новгороде. Да, в наличии. Это не надо, вот заказал везти из Германии, там заказывать, там, гулампумпум и так далее. То есть это все на складе в России, на складе в Нижнем Новгороде. Листы, полосы, основные все вот марки стали, наиболее применимые, наиболее востребованные, мы держим у себя. Единственное, да, это по Crucible немного скажу, да, с американцами. С американцами там сложнее гораздо. Степенка. Да, с степенками, там посложнее. Почему? Объясняю. Во-первых, ну, Соединенные Штаты Америки и американцы, они достаточно сложные люди. Но мы с ними находим язык, работаем. И поставки оттуда идут дольше. Это примерно где-то 1,5 месяца. Вот. Для некоторых 1,5 месяца это ни о чем, в принципе, и делаются предзаказы. Мы собираем эти предзаказы и привозим для многих сразу мастеров. Ну, то есть накапливается некий объем. Да, некий объем, но это в любом случае... 100 грамм. Да, да. Некий объем, да. Угу. И вот такую информацию скажу, просто интересно. Обычно мы привозим по предзаказу это все, стали Crucible, я имею в виду. А вот буквально в октябре, уже осталось немного, мы еще решились завести листы Crucible и под склад, чтобы для небольших производителей. Подожди, не говори. Да, это именно вот для того, чтобы мастера, которые... О, ребята, можно полосочку будет. Да, заблаговременно ребята думают, здесь видно 5 шагов впереди. Это очень отрадно. Да, CPM-ка тогда уже будет звучать и, надеюсь, в этом кузне 125-й. Что такое? Да, это очень мощная сталь, одна из самых. Очень хорошая сталь. Ну вот, давай отложим немножко дела в стороночку, теорию, науку, фильмичку, пока отложим в стороночку. Но как создаватель искусства национального, да, нож делаю, например, я знаю, что такое рукоять, что такие ножны, что подвес должен быть в бычьем хвосте, нет, в конском волосе, нужно бычьем хвосте и так далее. Я это знаю. Вот. А вот про сталь, которую Артем рекомендовал и будет рекомендовать, по термичке я это все делаю. И есть термопара, я знаю, сколько температуры поддержать, я знаю, сколько отпускать, сколько раз и так далее. Я это все знаю. Вот. Делается ножик и отправляется человечку. Хозяин ножа получает наконец-то, в кавычки, наконец-то, да, процесс не быстрый, наконец-то получает и работает. И да, честно признаюсь, бывают такие случаи, что ножик просто посерединке, при летящих движениях лопнул. Ваши комментарии. Ну какие мои комментарии, я не знаю, из-за чего он лопнул. Конечно, если бы у меня была возможность... Если бы у меня была возможность посмотреть хотя бы там шлиф
из-за чего это произошло. То есть, первое, можно было понять, если, например, он лопнул, но я вижу, что было все по технологии было все правильно, это же можно микроструктуру посмотреть и убедиться, это все, чтобы там кто ни говорил, там это все, металлурги это все могут вычислить. Это первый момент. А второй момент, если я вижу, что действительно там все было нормально, но он лопнул. Второй вопрос, это уже к человеку, который этот ножом пользуется. Потому что, ну, честно скажу, вот у меня был приятель один, я ему подарил очень хороший нож. Я был уверен, что там хорошая термичка, хорошая сталь, хороший мастер. Но мы с ним поехали в лес. Надеюсь, это не я. Нет, это был наш. Мы с ним поехали в лес, я ему подарил этот нож. И я смотрю, что он с этим ножом сделал. Он просто со всей силы воткнул его в дерево и взял его так и со всей силы дернул. Красавчик. А почему, он говорит, сломался? Я говорю, ты понимаешь, знаете, во-первых, для чего ты это сделал? Да. Вопрос. Для чего? Что ты хотел этим получить? Нож, основная его задача, это резать. Да. Правильно? Да. Нож должен резать. Резать. Это не топор. Ты хотел сломать дерево? Резать. Да, это резать, да. Да, действительно, есть стали, где очень хорошая ударная прочность. Ты можешь кость долбить ей, ты можешь разделывать там что-то, да. Для этого нужна определенный вид стали на ноже. И с пониманием, что ты хочешь делать. Если ты хочешь резать, только резать, и будешь знать, что там консервный банк, там как турист открывать, резать, чтобы он тебя отлично резал, это одно. Если ты знаешь, что у тебя будут очень высокие ударные нагрузки, ты будешь что-то бить, то тут нужно тоже посоветоваться с мастером, который делает нож. Он тебе предложит нож немного из другой стали. Вот, да. Поэтому тут тоже, как говорится, заказчик ножа вместе с мастером и вместе с поставщиками стали и так далее можем подсказать, какая сталь для какого ножа лучше. Да, да. И поэтому не будет таких курьезов, как вот мой клиент. Что ж ножом-то, который воткнул? Он сломал его. Да, конечно, ничего. Ну, чё. Какие комментарии? Я ему все объяснил, что так не делается. Ты ему про технологию нокаута, а он почему сломал? Да, да. Нет, я ему объяснил просто действительно, что такое нож, для чего нож нужен. Он понял? И для чего нужна человеку голова. Да. Чтобы думать, а не кушать. Ты понимаешь, как получаешь нож? Суперский, блестящий, настоящий, тот самый, дорогущий жутко. Но он должен-то делать все по идее, понимаешь? А оказывается, это не так. Нет, ну да, естественно, я же говорю, для этого нужна голова, для этого нужно понимание того, что нож это не топор, не зубило, это нож. Ребята, это уникальное, да. Это говорит человек, который не рыбак, а не охотник. Ну да, естественно, если будет у человека понимание, то я не думаю, что там нож сломается или быстро затупится, а если он действительно сделан из качественных материалов и качественного хороший мастер, как ты, например. Спасибо, конечно, взаимно, но в последнее время, тоже признаюсь, очень много отвлекаюсь, вот. Да и времена какие-то какие. Вот. Например, у меня в офисе лежит кучка ножей, которые не оправят. Сам видишь. Лопатами бегаем по лесу. Ну да. Пожар, к сожалению, в Якутии, да, это очень серьезно. Но некоторые люди понимают, многие понимают, а некоторые только, не знаю, выгода, не выгода, а им только ругать и ругать. Вот. И это, в частности, моей компании, не моего друга. Вот. Что хочу сказать. Новое рождается все равно, правильно? Но сегодня сказали, что 2 вида суперской стали уже действительно
уже присутствует, пока на руках я не поддержал, но поддержи, надеюсь. Вот, уже присутствует тут. Вот, будем ковать его, будем не тестировать, будем ковать, так, по технологии все соблюдать, делать, ну и после этого тестировать. Вот. Посмотрим, в действительности ли совпадает. Рубить, не рубить, ломать, не ломать, попробуем. Но если рубить, ребята, если ломать, купите 300-й крузак и сразу дерево, стол, разница. Получается так. Я обычно своим долго объяснять про теории, технологии и так далее, сразу говорю. Эта сталь разделит спокойно одного лося. Потом потребует поправку. И это 7 лет, правильно, ребят? А эта сталь уже 4 лося. Без проблем разделывается. И, наконец, третья, которая самая высшая на тот момент, на данный момент, да, точится один раз в году. Руби, не руби, там то все делай, делай. Вот. Ребята, я получаю такие фотографии. Топором рубят нож. Вернее, видео. Ну, не знаю, ребята, вроде трезвые люди, вроде, но вот дерево, ну, пенечек, там гвоздик. И, сначала, по-моему, 19 будет. Ножик мой авторский. И кояк. Ну, второго раза отрезал и смотрят на режущую кромку. Главный результат, на режущую кромку. А потом хотели, по-моему, как нож НКВД на угол. Поставили в уголок-то, ё-моё. Ну, ребята, это какие ворота? Давайте, пускай сама планета Земля подлетит к Солнцу. Это, естественно, да. Трудно объяснить. И один удар, Конечно. делать, но не нож. И главное говорят, спрашивают, что это трезвые люди? Почему такое? Это, ребята, какие ворота? Спрашивают, почему? Почему? Объясните, почему? К сожалению, в последнее время, ну, такие приложения, YouTube, TikTok, смотрят люди, население стало вообще таким негативным, становится, вернее, становится. Вот. Смотрят, как убивает людей, и много раз что-то плохое смотрят, там, все негативно, но это смотрят. Не только взрослые, но и дети. Да, это ужасно. Ну, для таких, скажем так, клиентов, какую бы сталь ты рекомендовал? Да, я объясняю. Здесь уже ничто нельзя рекомендовать. Здесь могу только порекомендовать действительно людям думать просто головой и подходить, как говорится, к вещам объективно. Да. Это невозможно объяснить. Это просто либо это есть у человека, либо это хулиганство какое-то, потому что я встречал, что некоторые специально хулиганы снимают видео, чтобы подставить другого мастера. Одни люди пытаются подставить других людей и просят кого-то, чтобы они сняли видео, изуродовали нож и сказать, вот у меня такая модель хорошая, а вот этого мастера плохая. Это грубые слова. Да, вот я просто говорю, это встречается, это, понимаешь, это же не просто так. Я знаю, что это встречается, такой момент, это люди специально делают. Да, люди специально делают, это очень неприятно и так далее. Потом говорят, что это там и мастер плохой, и сталь у него плохая. Хотя я знаю, что этот мастер убрал именно у меня настоящую сталь, очень хорошую сталь, мастер очень хороший, он там все технологии выполняет. Такие тоже бывают. Я говорю, просто у нас очень много, около больше 100 заказчиков, мастеров различных. Я знаю, кто как примерно делает, знаю, кто хорошо делает, знаю, кто нормально делает, но в основном это все хорошие мастера, которые стремятся получить качество.
получить качественные ножи, качественные... Ну, конечно. Фирма хорошая. Да. Редкие стали, суперские стали, которые рождаются на планете Земля, через максимум месяц-полтора у Гарена уже есть. Да, мы стараемся. Да. Без проблем. Слушай, Артем, скажи мне, нашим зрителям, в частности, это реклама самому себе, заказывает стали моего региона. А из вашего региона кто заказывает стали? Ну, я скажу, поведаю тебе, что ты самый первый из мастеров, кто начал применять высококачественные стали именно в Якутии. Это вот насколько я знаю. Вот. То, что касается кто еще, ну, я знаю, что кто-то там пробует, что-то использует, там я не буду называть там имена и фамилии, сам понимаешь, это не очень. Но мастера тоже пытаются уже перейти на новые стали, пытаются сделать и проверить, протестировать из этих сталей свои ножи. Такая тенденция есть. Но ты был самый первый, кто не побоялся, так скажем честно, не побоялся и взялся и начал экспериментировать, начал пробовать наши стали. Да, начал применять технологически различный там опыт к этим сталям по обработке, стали по термической обработке, ковке и так далее. Вот, это был первый ты. Да, трудно быть первым. Но, ребята, если кто из моих земляков делает или хотят выйти на связь с Артемом, без проблем обращайтесь. Ну, у нас всегда и в старину, и сейчас в данный момент все кузнецы друг друга знают. Кто на каком уровне, какие стали делает, из чего. Все знают, все в курсе. Это закон. Понял. Кузнецов. И есть такой, скажем так, не термин, забыл слово. Есть такое, что кузнец кузнеца никогда не опускает. Ну, понял, про что, да? Просто. Да, просто. Лучше, наверное, подсказать и помочь, да, чем, да, как говорится. Если такое, ну, руки, душа, и язык, и сама мысль на якутском национальном слове, кузнецы, они обладают, сравнивать с шаманами, был пример. Но это немножко не так, это чуть выше. Вот. И если про это говорить, то это батарейки по сотовому связи садятся, долгая история. Вот. Что хотел сказать. Уважаем друг друга, кузнецы. Вот. И попросил бы других кузнецов, вот, и из других регионов тоже кузнецы это кузнецы. Мужики. Ничего, что касается там специальных съемок и издевательств, репосты такие. Ну, это каждому свое, ребят. Кому-то это нравится, кому-то это нужна, но данная компания, я не будем останавливаться на месте, пока они будут на «Жигулях» кататься, как говорится, по грязи. Образно говоря, уже, как говорится, в космос, да, космических сталей. Что делать? Так что, ребята, перед тем, как закончить эфир, запись, хотел бы поблагодарить своему другу Артему. 3-й год в Валсеве, 3-й год приехал наконец. Да. Путь не ближе. Спасибо большое. Тебе все, дорогой, что приехал.